Сайба Дикарач, Ньока Турен Н. Доброе утро, дорогие друзья, уважаемые телезрители! Это утро мы проводим вместе с вами в Момском районе, в селе Сасыр. Это самый отдаленный район нашей республики, и для того, чтобы доехать сюда с административного центра села Хану, мы преодолели около 300 километров и ехали почти сутки. Но, несмотря на это, наша съемочная группа приехала для того, чтобы познакомить вас с этим уникальным районом. Сегодня здесь, в селе Сасыр, начинается слет оленеводов. Ну и, конечно, в этом выпуске мы вас познакомим поближе с этими замечательными людьми. Сегодня нас ожидают гонки на оленях, ну а также много конкурсов, песен и очень много интересных сюжетов. В рамках нашей программы мы познакомим вас с историей этого уникального района, а также с людьми, которые любят свой север, любят свою тундру. Мы начинаем! 학두바우 민지기 돌곤타여 옥자는 아이스 빌드고 니지 더글라렘 훔카뜸 아드금 behab julaptıkay men or aja galda ay muldan emen bugan eskapten emen töreni adıgım behab julaptıkay men or aja galda ay muldan emen bugan eskapten emen töreni Без оленеводов невозможно представить крайний север. Для жителей этих районов олени – это не только источник одежды, это еще и жилище, это объект поклонения и любви, а также еда и кров. Встретить белого оленя в стойбище – это как раз-таки признак удачи, успеха и благословения духов. Ну и сюда приехали очень много оленеводов с ближайших пастбищ. С одной из таких семей хочу вас в это утро познакомить. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, откуда вы приехали? Мы здесь коренные жители, мы потомственные оленеводы. Мои родители тоже были оленеводами, и вот тоже Дмитрия Христофоровича. Вот, после них мы работаем в оленеводстве, и вот привлекаем наших своих внуков, чтобы они тоже работали в оленеводстве. Без них бы вот это наше стойбище, вот это сегодняшний праздничный день, да, не получилось бы. Они за оленями и за палатку ставят, везде, всюду помогают. На слете что сегодня покажете? Мы сегодня вообще в позитивном, хорошем настроении. Мы всегда любим участвовать в вот таких праздниках, да. И мы желаем в первую очередь победит, выиграет кто сильнейший. Вот. Эта семья преодолела путь в 2 часа для того, чтобы доехать до этого слета. Нам понадобилось времени гораздо больше. Мы добирались почти сутки, потому что преодолели более 300 километров. Кстати, предлагаю посмотреть, как это было. Чтобы доехать до села Сасыр или Улаханчистальского наслега, требуется недюжинная сила воли и духа, но особенно любовь к этим заповедным местам. Момский район считается одним из самых красивых, но одним из самых труднодоступных северных районов. Почти 400 километров от центра Хану нужно проехать по автозимнику. В зимний период до Распутицы эта дорога – главная транспортная артерия. Водители в арктических районах – особая профессия. Север ошибок не прощает, признается водитель с 30-летним стажем Василий Слепцов. Водители здесь особо закваски. Крепко шитые, немногословные, но сильные духом мужчины. Василий, как и его отец, знают эту дорогу как свои 5 пальцев. Каждый перевал, каждую наледь Василий испытал на себе. Приобретенный 6 лет назад УАЗик для Василия кормилец и средство передвижения. Ну, сейчас как раз стройка идет большая. Вот котельные, школы там строят, поэтому там машин много грузовых. Ну вот, например, с Хану до Сасыра вот бензина сколько съедает УАЗик ваш? 80 где-то литров. По деньгам это сколько выходит? Ну, не считаю. Озвучьте цену. Сколько? Ну, 17-18 уходит. Во время поездки путников ожидают много препятствий. О дороге по направлению Улаханчистальский наслег знает каждый житель.
Сложные перевалы, сопки высотой 200-300 метров, постоянные кочки не дают пассажирам расслабиться. А наледи, которые в этом районе образуются во время весны, добавляют поездки экстрима. Особенно около местности Тас-Урях. Мы сейчас как раз направляемся жителями села Хану в село Сасыр на слет оленевода. И вот сейчас нам пришлось буквально выйти из машины и вот пойти пешком, потому что вот здесь, как мы знаем, да, вот существует тарын, вот это вот, да, вот наледь, которая она, когда наступает весна, она начинает таять. Вот буквально вот сейчас апрель, конец марта, да, но вот везде вода и достаточно, очень даже опасно, потому что вот нужно идти очень аккуратно, потому что можно провалиться под лед. Жители села Хану, а также села Сасыр отмечают, к таким сложностям привыкли и северным спокойствием обходят наледь. В основное весеннее время у нас такие проблемы, наледь. Но живописная картина полностью оправдывает 16-часовой путь. Момские хребты радуют глаз, очищают душу и смывают тяжелую усталость. Большинство путешественников с радостью останавливаются, чтобы сделать селфи на фоне самой большой наледи в мире, около 2 вулканов Каменная Юрта и Каменная Яранга, а также около самой высокой точки северо-востока России – горы Победа. Особый яркий свет, исходящих от Момских гор, делают фотографии незабываемыми и нереально красивыми. Как для жителя Улхан-Чистайского наследия, горы – это для меня все. Это чистый воздух, это приобретение новых энергий, новых творческих идей и вообще продолжение жизни. Каждого гостя на Момской земле встречают с благословением. Ритуал кормления духа огня – важная часть традиции, которая одаривает Момская земля каждого путника. Несмотря на дальние расстояния, в Улхан-Чистайский наследие приезжает много туристов, особенно иностранцы. Известен не только в республике, но и в России, в мире своим уникальным природным ландшафтом. У нас как бы является... У нас есть памятники природы, такие как Мраморная гора, большое незамерзающее озеро, которое даже при минус 60 градусов не замерзает. Большая Момская наледь, которая занимает 2-е место в мире по объему, по толщине, по залеганию это ледникового пласта. И вот и гора Победа, которая является высшей точкой северо-востока Российской Федерации. Те, кто впервые вступает на Момскую землю, уже не может без яркого солнца, свежего горного воздуха и вида Момских хребтов. Но особенно скучают по северному гостеприимству, на первый взгляд суровой Арктики, где снаружи холод, а в сердце всегда тепло.
В эфире новости. Доброе утро. Продолжают работу по организации летнего детского отдыха в республике. В этом году планируют открыть 526 детских лагерей. При этом до 1 мая госреестр будут пополнять более 450 лагерей. Это центры дневного пребывания при образовательных учреждениях. 41 загородные стационарные лагеря, 35 лагерей труда и отдыха и около 15 палаточных лагерей. Всего планируют охватить порядка 75% от общего количества детей школьного возраста. Это 147 тысяч детей. Также в этом году продолжит работу и программа детского туркэшбэка. Республика из федерального бюджета получила около 30 миллионов рублей по федеральной программе «Дети Арктики». Значит, по данной программе дети 13 муниципальных арктических районов смогут выехать на море. Это учащиеся с 5 по 8 класс. Причем им будет произведена оплата с районного центра до моря и обратно. Более 800 миллионов рублей направили на ремонт 11 школ Якутска в 2022 году. Из них львиная доля – это 720 миллионов рублей средства из федерального бюджета. Одна из школ, в которой уже с 1 мая начнется капитальный ремонт – школа номер 33. В программу входят не только ремонтные работы, но и оснащение школы мебелью и техникой. На эти цели отдельно предусмотрена сумма в 11 миллионов рублей. С началом ремонтных работ часть школьников, не выпускные классы, будут переведены на дистанционный режим обучения до конца учебного года. В Мирнинском районе выбрали воспитателя года. Им стала работник детского сада «Белочка». Сасек Чагдурова не просто воспитатель, а музыкальный педагог. Учредителями конкурса профмастерства стали образовательная организация «Алмазик» и районная администрация. 11 педагогов из Алмазного региона перед комиссией провели групповые занятия с детьми. Каждому педагогу дали ситуацию, которую воспитатель должен решить. Например, уладить конфликт с родителями или между детьми. А на заключительном этапе воспитатели рассказывали про методы, которыми пользуются на занятиях. Одни предпочитают классическую форму обучения, а другие отдают предпочтение новым технологиям. Наш конкурс, он специально ориентирован для педагогов дошкольного образования. Он направлен на выявление талантливых, креативных педагогов для того, чтобы увидеть, какими инновационными технологиями педагоги у нас владеют, а также для распространения педагогического опыта. Ну и, конечно, организации общения педагогов в среде педагогической. Доброе утро, дорогие телезрители. Сейчас, я думаю, самое главное в любом утре – это завтрак. Завтрак должен быть питательный, сбалансированный, и я думаю, что взгляды на завтрак у каждого свои. Но мы сегодня находимся в Момском Улусе, в селе Сасыр, и, как вы видите, очень красивый, богатый стол сейчас находится передо мной. И хозяйка этого стола Елена Степановна. Доброе утро. Здорово. Елена Степановна, ну расскажите о особенностях национальной еды. Ну, это в основном оленина. Из оленины все, ну, то, что добываем сами. То, что рыбачим, вот. То, что вот и сакаты, и все, короче, это входит в нашу. А скажите, вот есть какое-то самое, можно сказать, вот взять какое-то блюдо и сказать, это визитная карточка национальной кухни? Ну, наверное, во всех праздниках деликатес – это язык оленей. Кровяная колбаса, вот, оленей, кивай. А вот эти сушеное мясо, мы всегда вот постоянно заготавливаем их. И когда даже вот летом, когда с детьми ездим, быстро, как вместо конфетки по-быстрому едем. Вот как завтрак и как этот. Это вот вяленое мясо, вяленое мясо. Это оленина. Я могу подтвердить, друзья. Можно из оленины, можно из сахатина. Ну, иногда добываем сахатина. Ну, у нее мясо тоже чуть по-другому. Но вяленое мясо очень удобно тем, что оно не портится. Да, она не портится. И когда она долго сохраняется, оно прямо очень питательное. Да. Это по-быстрому, короче. А это, я вижу, облепиха, да, у вас? Это морожка. Ой, морожка. Это морожку собираем. Это голубика собираем тоже сами. Это печень оленья с мазками. Вот. Мальма тоже осенью ходим на подлетку, заготавливаем. Налим, тушеный налим.
Вот Шикарно. все это. Вот эти тоже, мальму тоже вот так заготавливаем, сушим. А скажите, вот мы находимся сейчас в юрте, да, в оленеводческой. Вот, допустим, рано утром просыпается бригада, просыпается семья. С чего начинается утро? Вот что в первую очередь разогревается или готовится? Ну, так-то, ну, это по мере, что есть под рукой. Ну, иногда бывает, конечно, у оленевода даже не бывает, что мяса не бывает. Ну, как обычно, вот быстро, по-быстрому можно пожарить эти почки оленьи. Никак, они все равно, оленеводы все равно с утра мясоеды. Все, начинается у нас все с мяса, считай. Ну, у нас тут нету лепешки, вот. А так, все так же. То есть в основном нет такого чего-то основного. Ну, Нет. например, мы городские, да, допустим, просыпаешься, только думаешь, яичница. У нас Яичницу такого сделала, и нету. То, что по-другому. Может, рыба, может, мясо. Здорово. Ну, Елена Степановна, такой богатый стол, такое разнообразие еды. Мы вас благодарим. Я думаю, что нашим телезрителям понравилось. И ваш завтрак сейчас очень питательный, сбалансируем. Желаем вам приятного аппетита. А Елене Степановне хотелось бы подарить небольшой, вручить подарок от нашей передачи. Пожалуйста, это вам. Спасибо. От телеканала Якутия-24, НВК Саха. Спасибо вам большое. Спасибо. Сасыр – сельский населенный пункт центра Улахан-Чистайского национального момского улуса. Расположен на правом берегу реки Момы, правого притока реки Индигирка, к юго-востоку от улусного центра села Хану. Сасыр основан в 1940 году, население составляет около 700 человек. В селе центральная усадьба совхоза «Искра». Основные производства – это оленеводство, местное табунное коневодство, также пушной промысел. Имеется дом культуры и есть музей, о котором мы сейчас вам поподробнее расскажем. В этом разделе у нас хранятся материалы народных мастериц, которые шили именно одежду, коврики, эти шапочки, овсу, эти сумочки, да, перчатки из камусов, из шкур. Уникальная история улахан-чистайского наследия в одном месте. Каждый экспонат в этом музее по крупицам многие годы собирала одна семья – семья Дегтяревых. Благодаря отцу Веры Александровны, краеведу, энтузиасту, учителю истории Александру Михайловичу в 1980 году был создан этот музей. Теперь дочь продолжает дело отца. Музей наш был образован в 1980 году учителем истории, уроженцем Улахан-Чистайского улуса Дегтяревым Александром Михайловичем. В 1991 году музею присвоен статус народного музея. С 2014 года музей носит имя основателя Дегтярева Александра Михайловича. Первым экспонатом музея стал этот эвенский посох, который подарили еще ее отцу в 1978 году. Посох выкован в начале 20 века известным мастером-кузнецом Ильей Слепцовым. Позже появились самодельные ножницы, огниво и другие изделия. Так постепенно коллекция вещей пополнялась. Сейчас в музее более 1200 экспонатов, и он состоит из 8 отделов. Среди них есть уникальные экспонаты. Также в музее хранится экспонат уникальный, да, вот это камни из почек и из желчных почек медведя. Эвены носили ее на шее, говорили, что она лечит людей, которые болеют астмой. Улахан-Чистайский наследие образован в 1932 году. Село Сасыр является местом проживания коренных малочисленных народов Севера. Школьники перелистывают для нас золотую историю своего края. История эвенского наследия Сасыр, создание первой школы, первые учителя, военно-воздушная трасса Аляска-Сибирь, концлагерь Инлак. Мне самому иногда бывает интересно, и когда мне скучно, я перехожу и читаю. Например, вот что тебе самому интересно? Где, допустим, ты чаще останавливаешься, дольше стоишь, что смотришь, рассматриваешь? Ну, там есть горы, это отдел гор, и читаю, откуда, из каких стран они приходили. И там иногда засматриваюсь, и интересно бывает. Природа – главный туристический бренд Момского района. Она одарила Момскую землю суровой красотой, удивительной фауной и флорой.
Чучело животных и птиц сделал известный ученый-орнитолог Всеволод Яхонтов. Альбинос, он встречается в природе довольно очень редко. Белый мех – это недостатка меланина. А вот олененок, который представлен из семейства парнокопытных. Он очень спокойный и кроткое животное. Музей возвращает к жизни исторические памятники и выполняет свою главную миссию – сохранение богатого духовного наследия малочисленных народов – эвенов. Но в основном ходят школьники. У нас очень дети интересуются историей вообще своего народа, своими корнями, изучают отдельные экспонаты тоже, они участвуют в научно-практических конференциях. Музей – обладатель многих грантов, а уникальные экспонаты внесены в каталог ЮНЕСКО. И это привлекает внимание многих туристов, не только из России. Начиная с 1961 года этот музей посетили многие туристы из Германии, Японии, Швейцарии, Англии, Франции, Чехии и многих других стран. В книге пожеланий отзывы на разных языках, но главное, почти у всех звучит одинаково. Мы были во многих музеях республики, но музей с таким национальным колоритом видим впервые. Дмитрий Викторович, доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем наш разговор с того, что вы новый глава. А до этого вы работали в сфере ЖКХ, у вас очень большой опыт в этой сфере. Но вот как ваш опыт помогает работать главой в достаточно таком сложном регионе, в сложном районе? Нет, в основном у нас трудности это логистика, да. Это у нас природные явления, это наледь. Но благодаря хорошей работе дороги Арктики, ГУБ-ЖКХ, на сегодняшний день завоз топливно-энергетических ресурсов полностью в полном объеме доставлен. В сфере ЖКХ, если хочется сказать, помогает мне опыт работы, да. Вообще я смотрю, сейчас очень много глав балтийских районов, работники ГУБ-ЖКХ, директора, да. Исходя из этого, у нас основная проблема для людей это самое главное тепло. Уют, комфорт, да. Мы благодаря своему опыту тоже стараемся все это делать. Вообще, какие перспективы в Мурманском районе? Улучшить жизнь Арктики на сегодняшний день одной из востребованных наших проблем это логистика, да. У нас, сами знаете, мы как островки остаемся в летний период, да. У нас дороги нету, а на сегодняшний день хотелось бы уже вопросы поднять, да, руководству Республики Саха-Якутия, правительству Республики Саха-Якутия, да, о строительстве дороги. Если мы здесь начнем дорогу строить с трассы, Магаданской трассы, да, до Зырянки, да, и в сторону Хону, это соединить 6 районов Арктики. Это Индигирская группа районов, да, и Колымская группа районов. Это даст очень большой толчок для развития арктических районов, да. И одно из самых таких проблемных вопросов, как вы знаете, IT-технологии, да, Арктика тоже на одном месте не сидит, это волокно и интернет. Вот такие задачи у нас. Вроде интернет есть, но он все-таки очень слабый, очень медленный. Вообще, как это можно решить в будущем? В будущем на сегодняшний день у нас Индигирская группа районов и Колымская группа районов совместно работаем с правительством Республики Саха-Якутия, с министерством. Да. На сегодняшний день продвижение есть. В ближайшем будущем, я думаю, в 2023 году, в 2024 уже начнется эта программа реализоваться. Крайний север невозможно представить без оленя. Какие меры поддержки существуют? Насчет этого хотел бы поблагодарить нашего Ильдархана, да, пользуясь случаем, потому что в этом году как никогда очень много заложено финансовых средств в развитие оленеводства. Да. Но если так сказать, на севере без оленей невозможно жить. Это наш один из образов жизни. Мы сейчас должны работать на то, чтобы увеличивать поголовье оленей. Вообще, есть какие-то задумки по созданию собственного бренда? Да, здесь бренд, с Момой. С Момой бренд, это вы, наверное, попробовали чебак, да, это такое вкусное мясо, жеребятина, да. У нас сейчас очень интенсивно развивается коневодство, да, оленеводство, да. В этом районе мы должны работать, да, и, конечно, туризм. Как вы знаете, в прошлом году Момский район занял первое место. По одним из лучших природных парков у нас есть Момский парк, да, Пик Победы, Гора Победы, да.
Вот Мраморная гора есть, наверное, вы уже слышали, да? Мы хотим здесь тоже свой кластер туристический сделать, но она работает, да, ну надо поддержать ее, да, со стороны Министерства предпринимательства, да. Мы уже в этом году уже начнем готовить гранды, участвовать в грандах, да, и полностью вот проекты будем делать и будем участвовать в этих мероприятиях. Но если мы хотим это все развивать, нам нужна логистика. Как вы видите, у нас очень труднодоступно, сами на машине ездили, да, поэтому вот все зависит от логистики. Нужна дорога для развития. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Мы волшебным образом сейчас очутились, телепортировались в другую местность, чтобы показать вам одну из главных достопримечательностей Момского района. С левой стороны от нас находится самая крупнейшая наледь в мире – Улахан-Тарын. Длина ее достигает 26 километров, а ширина – 10 километров. Действительно, эта наледь является крупнейшей в мире. Общая ее площадь 112 квадратных километров, а толщина льда достигает 6 метров. Для образования такой наледи необходим приток воды около 160 тысяч литров в секунду, что превышает расход реки Индигирки в конце зимы. Горы – это еще одна визитная карточка Момского района. Зубчатые горы цепей Черского, Улахан-Чистайского и Момского хребтов в виде сказочных замков стоят как бы на страже с южной стороны Момского района. К северу они плавно переходят в абыйскую низменность. В Моме находится гора Победа, а также потухший вулкан Балагантас – каменная юрта. История Момского района уникальна, и заполярная Мома очень красива в любое время года. И вам обязательно нужно сюда приехать, чтобы воочию увидеть все ее достопримечательности. Но, тем не менее, привлекала она не только экстремалов, но и творческих людей. И свое отражение красоты Момского района нашли в картинах художника Советского Союза Афанасия Осипова. Пишет он с натуры, быт, культуру, освещение. Он все это изучает и в конце у себя в мастерской уже создает большую картину. Здесь изображена семья, которая смотрит через кинопроектор фильм. В галерее академика Афанасия Осипова царит особая атмосфера. Специально для нас проводится обзорная экскурсия. Весь творческий путь мастера в одном месте. Мир живописи Осипова прекрасен и многообразен. В его полотнах запечатлены самые знаменитые горы нашей планеты, бескрайние монгольские степи, суровая и величественная природа родной Якутии. Она из 1958 года. Он вместе со своим другом, народным писателем Семеном Даниловым, совершил первую поездку в Нижнеколымский район. И впервые вступив на благословенную девственную природу заполярного края Якутии, он буквально влюбился и сказал про себя, что непременно создаст в своих полотнах живописный край заполярной Якутии. Шум ветра на горных вершинах, загадочный шепот листвы, дыхание самой природы. Это то, что можно почувствовать, глядя на картины мастера. Афанасий Осипов сам часто говорил: в пейзажной живописи я всегда предпочитал горные мотивы. Горные пики в его работах – это мощь суровой природы Крайнего Севера и символ непрерывного покорения мастером новых творческих вершин. Афанасий Осипов часто ездил по Якутии, где много писал. Портреты якутских тружеников, большие стройки больших городов, писал творческую интеллигенцию, но больше всего Афанасий Осипов известны картинами, где изображены горы. Хребты Момы, Аймеконе, Верхояне, родные горы на реке Синяя и Ленские столбы. Вот эта картина, где Афанасий Николаевич меня нарисовал, это, собственно, очень красивое место было. Тут эти были сланники, были хорошее, вот, чистое место было. Вот это, очень хорошее место было. И он палатку поставили мы, и он меня нарисовал тут. Вот ХМ это что означает? Кош, масло, да, технику, что он написал. Портрет, написанный более 30 лет назад, оживил воспоминания. В руках у Егора Егоровича застывшее время. Познакомился с Афанасием Осиповым в далеком 1986 году во время совместной охоты в местности Улахан-Кёль. Ему было около 30 лет. Работал тогда зоотехником в родном селе. Художник Афанасий Осипов снова приехал в Момский район работать. По плану художник приехал писать портрет его отца, Егора Афанасьевича, известного в народе охотника, который голыми руками одолел медведя. Но после знакомства с Егором Егоровичем решил написать и его.
Было много, в бригаде человек 20 сидели, вот, сидели, чай пили, разговаривали, и они приехали, и человек 20, и он ко мне подошел и говорит, познакомились, все, я сказал, я хочу тебя нарисовать, сказал. Я удивился, почему именно меня, как тогда, когда целая толпа сидит. И старика он уже запланирован был нарисовать. Старик у костра нарисовал он. Старик этот мой отец, и Гордан был. Тогда в конце мая пошел мокрый снег. Охотники решили отвезти Афанасия Осипова на сопку в Момские горы. Путь был не близкий. Понадобился буран, чтобы отвезти художника на местность, где красивые виды. Оставили художника одного в тайге с продуктами на неделю. Его там оставили одного. Да? Он не хотел, чтобы рядом кто-то был, мешаем, что ли. Хотел, я сам останусь, говорит. У него продукты были, все было. Маленькая палатка, и там оставили ее. И он нарисовал, вот низовье Момы, там горы нарисовал, все, вот, красиво нарисовал, все нарисовал. И меня вызвал. Тогда Афанасий Осипов находился в отлично творческой форме и хотел работать. Жадно, сосредоточенно, как будто куда-то спешил. Быстро смешивал краски, наносил их на холст, чтобы на полотне засияла новая жизнь. Неделя для художника была плодотворной. Горы и природа были самой большой страстью художника. Осипов любил ездить по Якутии, ведь именно здесь можно побывать во всех временах года, говорил он. И он меня как-то очень непринужденно, я сильно не волновался, да. Просто вот это, как вот нарисовал он, на мешок спальный был там. И так, полулежа, вот так. Я тогда зоотехником работал. Вам сколько лет было тогда? Сколько лет? Тогда было сколько? 20, где-то 28, 29, 30 где-то было. Ну вот когда вы смотрите на эту картину, вы что вспоминаете? Вот когда вы на себя смотрите молодой. Ну это вспоминаю, молодость свою вспоминаю, что ли. И этот Афанасия Николаевича вспоминаю. Очень был хороший человек, душевный был. Сейчас каждый написанный им портрет – бесценное наследие. Семья Слепцова дорожит каждой минутой, проведенными вместе с художником. Знакомство с Афанасием Осиповым – лучший подарок в жизни, признается Егор Слепцов. Портрет отца легендарного охотника находится в Канаде в частной коллекции, а его портрет висит вместе с фотографиями большой и дружной семьи. Егор Егорович немного с грустью озвучивает автограф, подписанный художником Афанасием Осиповым, и каждый раз возвращается в тот самый далекий, но очень счастливый 1986 год. Одежда не только защищает от холода, но и раскрывает душу человека. Поэтому многие мастерицы во время шитья поют песни. Песни эти разные в зависимости от предназначения костюма. Сейчас Акулина Петровна Корякина расскажет нам, поведает историю своего национального костюма. Доброе утро! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, о своем убранстве. Так, вот этот костюм у нас мастерицы шьют все почти женщины нашего села. Именно вот этот мой костюм шила мне 20 лет почти назад моя мать. Которая... Это праздничный, выходной или же наоборот для повседневных занятий, работ? Это именно нарядный праздничный костюм, сшитый для праздников оленеводов, который назывался Авенек раньше. И ваша мама для вас на праздник шила этот костюм? Ой, она шила его 20 лет назад для моей сестры. И вот оно передалось из поколения в поколение. И теперь оно мое. Эти деревянные бусинки, которых уже сейчас, наверное, больше не очень изготавливают, да, часто. Не вижу их в продаже. Старинные вот эти тоже давние советских времен тесьма. Так, дальше вот у меня вот здесь такие круглый бисер, который показывает вот озеро, да. Это оранжевое солнце, а это у нас горы. В гористых местностях мы живем, поэтому часто у нас вот этот используется такой узор, орнамент. Используется в основном синие цвета, зеленые, а красных бывает немножко поменьше.
Так, белые цвета чередуются и черные в основном. У мужчин иногда бывают черные цвета. У нас здесь делятся на кукуинов и деленкиров. Например, кукуины носят светлую одежду. У них олени тоже светлые запряжаются. А у деленкиров черный цвет, темный, серый цвет такой. Спасибо вам большое за такую интересную и познавательную беседу. Ну и, друзья, я предлагаю нам всем продолжить любоваться красотой момских женщин. Ну что, друзья, мы проходим в дом, и тут прямо с порога можно видеть всю историю династии Слепцовых. Об этом нам сейчас подробнее расскажут, про каждый экспонат, потому что действительно это не дом, это целый музей. Это шила наша мама. А что это такое? Вот это на оленя вот так одевают. Ой, так оно вот. звенит, такое красивое. Звенит. Вот ваши старые вот эти, смотрите. Вот. Так у вас получается и производство из вашего же, да? Получается, материала? Из оленевого же. Из оленя ничего не оставляем мы. Вот. Все это шила наша мама. Я шила, тоже обновила и как чтобы не отстать от матери, я вот так копию сделала. Это вы вручную все Я шьете? вручную все шила. Ух ты! Вот это лабаши оленя, вот этот, и вот так. Вот Откуда вы вставила. черпаете вдохновение для рисунков? У меня как-то, когда шью, я с малых лет шью, поэтому как-то, когда шью, мне очень хорошо, и все это сразу. Само образом, Само да, сразу приходит? идет. Ага, как Вот это, я понимаю, это вот как раз-таки момские хребты, да, солнышко над ага. ними. И вот олень. А это танец оленей. Ага, танец. Это самое старинное. Сколько лет этому костюму? Прошлый век. Прошлого века. А это рабочая одежда или она какая-то праздничная? Она как-то Нет, отличается? Ага, отличается, это праздничные. Ну, можно этот самый надеть. Они в старые времена же, они вот так вот, они сами выделывали равдугу, вот так делали же, и носили вот эти. Они были рабочими. Маленькие дети, вот когда мы кочуем, да, вот ими тоже сшила. Вот так и кочуют. Ничего тут не одевают они. Так они еще легенькие, да, то есть да. и движение сразу не одеваются, и носить ага, не и тяжело. сразу носятся, потому что мы долго-долго кочуем. Такие называются венские овсы. Это уже современный стиль. Это я шила. Овсы шьется. Вот эта сумка для шитья, для швей мастериц. Вот тут все. Я так понимаю, получается, мастерицы, они всегда с собой вот имеют шитый да, как набор. сумочки, вот все. Вот тут наперсток, вот тут это иголочки и все это. Булавки. Ага, сюда булавки. Ага. И обязательно у каждой хозяйки чума должно есть вот такие эти. Это как с приданным вместе идет, да? С приданым вместе идет. Вот у нас седло. Это в уменьшенном виде седло. Вот в это седло вот эти набиваем. Можно из них сделать матрасы, подушки, и все, что этот самый. И они воздухопроницаемые же, вот этот мех. Из них же, получается, еще куртки же делают. Пуховики делают же сейчас. Не знала. Да, есть в Якутске уже делают вот такие. Поэтому она уже этот самый полезный же все в отход ничего не идет. Вот Всё абсолютно пользу, ничего. То есть олень кормит, Но- еще и одевает, Да, да. и еще и предоставляет возможность комфорта. Для бурана. Для рабочей. Это уже рабочая одежда. Эти на дуди каналы говорят, мотес какие. Я в этой рукавице спрятаться могу. Такая большая. Там еще и внутри мех. Да, внутри мех А баранина. вот это отверстие для того, чтобы вот так оставить. Чтобы вот так оставить. О, анаранганы, тахаджи туруинан турар. Вот, когда наших детей прививаем к нашей национальной, чтобы они не потеряли нашу традицию, обычай, корни. Ага. Вот поэтому наши внуки тоже шьют. Вот это моя внучка все шила. Вот это ей, вот только, первая ее моделька. ей только 14, а она шила вот это в 1 классе. Как они родятся, уже с 3 лет они уже держат эту иголку с ниткой. Сами. Мы их ничего не заставляем. У них
в крови уже есть. Друзья, самое зрелищное и динамичное действие слета оленеводов – это гонки на оленьих упряжках. Эти гонки собирают большое количество зрителей, все болеют за свои команды, и все это вызывает огромный интерес у каждого, кто присутствует на слете оленеводов. Скажите, за кого вы сегодня болеете? За КРО Степана Григорьевича Слепцова. Давно не было такого праздника. Подарили нам праздник. Очень хорошо. А сегодня за кого болеете? Я за своих этих племяшек, Аркадий Прокопьевич и его дети, Дима и Ростик. За них и за жену Аркадия Дунь, за Евдокию. Они всей семьей участвуют, да? Да. Действительно, в соревнованиях принимали участие с семьями, мужчины, женщины, ветераны, и был даже детский заезд на оленях. Самой младшей участницей гонок была Глафира Соловьева, ученица 2 класса. Каждый этап не уступал по зрелищности другому, ведь тройка лидеров могла резко измениться всего лишь в нескольких метрах от финишной черты. Ушла полярная ночь, отступили морозы. Наступление весны на севере – это всегда праздник. Именно так красиво встречают весну оленеводы в Арктике. Село Сасыр – центр Улахан-Чистайского национального наследия. Это место проживания коренных малочисленных народов севера – эвенов.
Ритуал, который согревает душу и дает благословение. Здесь каждый проходит обряд очищения, а главное – заряжается энергией на целый год. Слет оленеводов прошел в лучших традициях – с конкурсами, с песнями, танцами и дорогостоящими призами. Там катают на оленьих упряжках, а здесь приглашают гостей в чумы отведать горячего чаю, оленины и строганины. Праздник, деликатес – это язык оленей. Кровяная колбаса, вот, олени, хивай. А вот эти сушеное мясо. Мы всегда постоянно заготавливаем их. Сейчас идут самые зрелищные моменты. Это гонки на оленях упряжках. И вот сейчас мы видим, как делегаты из разных стойбищ дерутся за победу. Гонки на оленях упряжках и на верховых оленях – самая зрелищная часть слета. Участники во время гонок падают часто, ведь олень – это дикое животное и иногда ведет себя непредсказуемо. Для безопасности оленеводы отпиливают им рога, не дожидаясь весны, когда они выпадут сами. Молодец, Тар! Духом не падать! Гонки на верховых оленях требуют большой сноровки. Не каждый осилит длинную дистанцию. И даже маленькие дети не по-детски борются за победу. Второклассница Глафира – потомок родовой династии оленеводов. Всему научил ее отец, особенно за волю к победе. Северный олень заслужил уважение всюду. И в тундре, и в тайге, и даже в горах. Здесь олени – пища, одежда и жилье, и транспорт. Зрелищные не только скачки на оленях, гонки на нартах, метание аркана, но и зрители, которые от всей души болеют за каждого. Вообще, что вам здесь нравится? Все нравится, все. Я за всех болею. Это что, мужчина или женщина? Оба хорошие, конечно. Слет оленеводов по традиции прошел ярко, незабываемо, а главное – душевно. Утро Якутии благодарит всех жителей Момского улуса за теплый прием и за незабываемые впечатления. Доброе утро, в эфире новости. Антироссийские санкции не повлияют на наше производство, так говорят в лесопроизводственном комплексе «Алмаз». На сегодня производство ориентировано на 3 ключевых сегмента. Это выпуск пиломатериалов, изделий деревообработки и строительство деревянных домов для внутреннего рынка. 80 тысяч лиственниц и сосны поставляют из Витима. Из них 50 тысяч заготавливают в большом цехе Якутска. Распиленный материал подвергается термической сушке специальным оборудованием. В этом году комплекс планирует выпустить 30 тысяч кубометров пиломатериала. Население интересует в основном брус. Брус 18×18, потому что в основном, если для стройки самый основной материал это брус, потом уже в сопутствующие это доски, доска 40-ка, доска 25-ка. У нас планы в этом году модернизация идет, модернизация станков, и мы внедряем антисептирование пиломатериалов, и как раз улучшение качества пиломатериалов будут. И в этом году у нас будет установлен пеллетный завод, и будем уже выпускать пеллеты. Каковы перспективы трудоустройства? Этот вопрос студенты Алданского политехникума обсудили с главным инженером предприятия «Пассажирские перевозки». 3-й курсники осваивают специальность техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Задуматься о том, где будут применять знания, самое время. Главный инженер рассказал, какие специалисты требуются компании сегодня. Интерес вызвала информация об автопарке. Также студенты узнали, что включает прохождение практики. Предложив ребятам побывать на экскурсии, потенциальный работодатель отметил, труд в транспортной сфере легким не бывает. 16 апреля в спортивном комплексе «50 лет Победы» пройдет турнир по профессиональному панкратиону. Участие в боях примут 16 спортсменов, и зрители ожидают 8 зрелищных схваток. Турнир посвящен памяти 2 прославленных спортсменов – Алексея Никифоровой и Игоря Сивцева. На турнир приедет Дмитрий Коньков, президент Лиги профессионального панкратиона. По словам организаторов, карт подобрался средний. Среди выступающих спортсменов нет больших звезд, но это все равно не помешает провести красивые и зрелищные поединки. Из Бурятии приедет
Баир Гудажапов, это тоже хороший боец, хороший проспект из Бурятии. Он будет драться в главном бою против нашего Григория Барашкова. И еще у нас к нам приедет боец из Красноярска, представляющего филиал школы Александра Шторма-Шлеменко. Он будет драться в главном бою с нашим любимчиком, так сказать, публики Октябрином Яковлевым. На этом все. Хорошего дня. Ну что, друзья, вот и завершился наш первый съемочный день, который наша команда провела в селе Сосыр Момского района. Наша республика поистине уникальна, и Арктика, и северные районы здесь занимают достойное место. Здесь есть что посмотреть и летом, и зимой. Здесь стоят трескучие 60-градусные морозы и невыносимая жара летом до плюс 37. Как бы напоминая, что раньше здесь была непроходимая тайга, леса, в которых ходили мамонты, бизоны и носороги. Ну а самое главное, здесь живут очень открытые, добрые и люди с богатой традицией и устоями. Я думаю, что сегодняшний день показал вам много интересного. Ну а мы на этом не завершаем. Уже буквально завтра выдвигаемся в административный центр Момского улуса, село Хану. Ну а пока. Эгден текен хинин, мома торынын! Зачем мне